В Ахмеджите в банкетном зале «Эмир» впервые состоялась встреча крымских татар, высланных и рожденных в Мари-Эл. Здесь собралось около 20 человек из разных уголков Крыма. По документам я родился в Марийской ССР. Еще в 90-е годы я встречал людей, которые знали моих дядей, тетей, бабушку, дедушку вживую. И тогда мне казалось, что это еще успеется. И вдруг буквально в прошлом году я подумал, так людей-то не остается. А это какая-то важная часть истории нашего народа. И поэтому с несколькими моими знакомыми здесь, про которых я знал, что их семьи тоже высланы, мы договорились попытаться расширить этот круг, потому что у нас есть общие воспоминания, общие страницы, общие знакомые. В результате чудовищной депортации в мае 1944 года в республику Мари-Эл было выслано более 2000 семей крымских татар, около 10 тысяч человек. Людей, попавших в суровые условия, использовали как рабочую силу для заготовки древесины. Большинству из них удалось выжить, спасти своих детей и вернуться на родину. Но некоторые из депортированных и их потомки по сей день живут в этих местах. Несколько лет назад известная журналистка Зера Бекирова побывала в местах ссылки крымских татар в Мари-Эл, где ей удалось пообщаться со свидетелями тех страшных событий. Их воспоминания легли в основу ее книги «Бульбулер от Меген Дахларда». Исследованиями и интересными фактами она поделилась с гостями встречи. Бармаздан эбел мен оқыдым ки Википедияда Марийскийде демек пек аз қырым татарлар қалған, бір 20 адам, яғни қалған эпсілері қайтқанлар. Ләкин ойлай дегіл, мен барған сон көрдім ки анда баяғы қырым татарлары бар. Мақсулдар бір командировка oldu, ama pek az vakit men sayam 15-20 күн olдum, ama ләкин мен yarısını bile keçip olamadım. 30'dan ziyade adam yazıp oldum. Böyle көрішулер elbette ki керек деп düşünem. Mesela andaki adamlarga siz de bizim parçamızsınız, bizim Korantамыздың bir parçasısınız, unutmаңыз деп, hem оларға unuttırmamak, hem özümüzге unuttırmamak. Halkımız қайерде yaşasa yaşasın, ama biz bütün балабан bir Korantаның азаларымыз. Гости встречи знакомились, делились воспоминаниями, каждый спешил поделиться историей своей семьи. Я помню примерно с 2-3 лет вот это село Головино. Село само оно было большое, хорошее село, но где нас заселили туда, это были бараки такие страшные, черные. Вот это место называлось зоной. Оно было километра 1,5-2, наверное, от села Головино, недалеко от железной дороги. Село совсем рядом, около леса было. Все работали на лесозаготовках, утром уходили на работу. Бабушка всегда всем наливала каждому по бутылке молока. И, что интересно, пробок не было. Кусок газеты сворачивала и затыкала. Матери, бабушки, дедушки все говорили, с голода никто не умер, только за счет картошки выжили. Я родился в Марийской ССР, куда были высланы мои родители, Юринский район. Мы в 1957 году выехали с Марийской ССР в Узбекистан, чтобы соединиться с другими родственниками. Нас 4 брата было, Ридван Марийская ССР, а младший Нариман, он в Узбекистане уже 14 лет, его не стало. В Крым мы уже приехали, Аллаха шкур, родители увидели, пожили в Крыму где-то в возрасте 88 лет, их нет уже. Но сейчас я от всей семьи остался один. И мы свою историю, конечно, должны знать. Хорошо, что мы сейчас увидели, познакомились, мы немножко углубили свою историю. Без истории, наверное, нельзя построить будущее.